Здравствуйте, в эфире «Время региональных вестей». С вами Мадина Кураева. И в начале главные темы выпуска. — 23 февраля – трагическая дата в истории чеченского народа. Спустя столько времени горечь страданий людей осталась в памяти их потомков. В Грозном на территории мемориала почтили память невинно погибших. Вечная скорбь, репрессия чеченцев и ингушей в Среднюю Азию. О тех ужасных событиях, пережитых в детстве, расскажут очевидцы в нашем эфире. Лучшие в своем деле. Чеченские спецназовцы принимают участие в международных соревнованиях, которые проходят в Дубае. Подробнее о состязаниях в этом выпуске. — 23 февраля – трагическая дата в истории чеченского народа. Почтить память невинно погибших на территорию мемориала прибыли официальные лица региона, религиозные деятели, сотрудники силовых структур. Обо всем по порядку в следующем сюжете. Многочисленные официальные лица, руководители министерств, а также военных ведомств и средств массовой информации собрались у мемориала памяти, чтобы выразить слова скорби. Председатель парламента субъекта Магомед Даудов зачитал обращение руководителя субъекта, в котором политик отметил трагическую жизнь людей того времени, которая продлилась целых 13 лет. В отношении чеченцев и ингушей был совершен акт геноцида. Народ подвергся насильственному выселению с родной земли и на долгие 13 лет был лишен всех прав. Жестокость, с которой проводилось выселение, бесчеловечное обращение в пути следования и в местах ссылки, невыносимые условия проживания и тяжелые болезни унесли жизни сотен тысяч чеченцев. Людей привозили в заснеженные степи Средней Азии и Сибири, где в землянках, сараях и ветхих бараках они умирали от эпидемии тифа, от голода и холода. Сегодня каждая чеченская семья, вся республика скорбит о тех, кто погиб в ссылке, и с почтением склоняет голову перед теми, кому не повезло выжить в те страшные годы. Мы никогда не можем простить Сталину и его палачам это вопиющее и бесчеловечное преступление против целой нации. Не забудем эту трагедию, когда власть тирана поставила клеймо на наш народ, несмотря на то, что его сыновья доблестно сражались на фронтах Великой Отечественной войны, показывая примеры мужества, стойкости и любви к родине, а в тылу самоотверженно трудились во имя победы. Все попытки стереть с лица земли чеченский народ, уничтожить его культуру и веру, сломить его дух, провалились. И так будет всегда, потому что именно народ является носителем правды и памяти, а палачей неотвратимо ждет расплата и проклятие. Пусть Всевышний благословит всех невинно погибших. По словам спикера, в новейшей истории региона также имело место страдание. Но выбор, сделанный первым президентом Чеченской Республики, героем России Ахматом Хаджи Кадыровым, спас народ от неминуемой гибели. Совещанияшка, Москва, Кремля, Москва, Нохчи Ком, Халвал, Сову, Нохчи Ком, Дуаш Аслурду, Нохчи Махках, Дуаш Аслурду, Алла, Ахмад Хаж Халвалаца, Вай, Хан, Нир Эдола, Тегул Дала, Тегул Велек Ваха, Тегул Велек Диеба, Дадул Дадацки, Вай Массана Хуш Дудион. Президент Академии наук Республики Джамбулат Умаров отметил, что поступок Сталина привел к геноциду чеченского и ингушского народа, и чтобы ничего подобного больше не повторилось, сегодняшнее руководство стоит на страже субъекта с достойными воинами. Мы в очередной раз доказываем свое право называться славными, свободными чеченцами, которые могут молиться за своих предков, за их славу, за их отвагу, молиться в собственных домах. И заслуга тому великому Ахмату Хаджи, и заслуга тому его сыну, который принял на свои плечи все это тягостное духовно-политическое наследие, оставленное его героическим отцом Далгазот Обалдольцем.
Муфти Чеченской Республики Салах Хаджимежиев также высказался о страшном преступлении сотрудников НКВД во главе со Сталиным. По его словам, этим действиям нет никаких оправданий. إسنا بالنش بق بالا طول بق بريتيش الخيتش ويا مختبيان boş bol بالا أحمد عجد الغاز وقابل دايل سنة سو شيء حقلس شيء علمنس شيء إيمانس شيء دينلس شيء ميرليتس شيء قام ديزرس شيء مخ بيزرس شيء قام شيء مخ شيء قند عقولدين قام برتبين ويلش بق بول بو هديوز ليه هديوز للآن عبول شيريت يح برت بچو خلدو Düzlü tayfana bart bakhalduç o, bartlar bakhalduç o. Bağdu Ahmet Haj, dal şendik din sağelş, dal derece Allah qoqiliz, dal şendik din sağelş. Nis qoçur barit ya, dal şendik din, dal ve qoma diko volş ol, qona xarjna ve qom bart bin. Ostaypan dal ve intibian boş bol, bal da aybina, hintswan gushol shol, okhbarat wani ok marshwani haqashnoy. Прочитав дуа, собравшиеся прошли вокруг мемориала, почтив память военнослужащих, погибших в борьбе с международным терроризмом. С тех страшных событий прошло 79 лет. Но даже спустя столько времени горечь людей навсегда осталась в памяти их потомков. Чеченская нация прошла много испытаний, прежде чем на ее земле расцвели мир и радость. Турпал Алита Исумов, шейх Мансур Малатов и Шарип Сангариев. Вести. Чеченская республика. Репрессия безвинного народа. Это случилось тогда, когда свыше 40 тысяч чеченцев и ингушей отважно защищали страну, а город Грозный героически отстоял себя. Но в памяти остались заживо сожженные, погибшие в соснеженных степях и те, кто так и не смог увидеть землю предков. В следующем сюжете мы расскажем, как все это произошло, а очевидцы того времени поделятся своей историей. Слово Рамзану Абуеву. Фраза, разбившая в одночасье сердца на миллион кусочков почти 400 тысяч чеченцев. 23 февраля 1944 года началась операция «Чечевица». В самом названии обыгрывается слово «чеченцы». Нуриду Цуцуеву тогда было 3 года. О том, как проходило выселение, он знает со слов родителей. سحلك تعام سحصل يزيج ماشين اشتيداخ إذا أمريكا أسكن ماشين شركة سودبيك الشورش وز ماشين سيو سان قوم سيدك إس توارنك تياخوجين شغل ساقوش شزن شيدوش وشوح دادي قر. Самое страшное, что пришлось пережить, это чувство нестерпимого голода, вспоминает Нурид Цуцуев. Измученные постоянным недоеданием в первые годы погибло огромное количество людей. ما تحموت يا أخا خندا دعوي كتون بريشو خانت يا أخا تحشو ديال شو يا أخا كيخت ميختو ما دوش تأكل وينة نقول لا سووش أخ تقصاش ديسنا أخ إدعوا شو يا بعد قالش أخ رو خلو حق أخ ياهم يخبر نيخيسا يا سر أخ سأعنش أو سهم شرق الساحين زوي بنانسان تيرجعون الشعب وهي سأصلات كي غور كي إشتشامبول خلال إكريشم قلت قال البركاي تنخص كتر إشتياش وش خيني دولة. В 1957 году, когда разрешили вернуться на родину, Нурид Цуцуев был в числе первых.
Сегодня он в добром здравии живет на своей родной земле, в селении Майртуб. У него 4 детей и 21 внуков. Учит потомков религии Творца и не любит вспоминать про репрессии, мол, страшно переживать даже в памяти такие события. Мы едем к нашему второму герою. Погода, как и 79 лет назад, холодная. Падает снег с пронизывающим ветром. Словно знает у целого народа день трагедии. В спецоперации участвовали 100 тысяч солдат. Еще столько же были приведены в боевую готовность в соседних регионах. Имрану Арцоеву на момент высылки было 2 года. Все переселенцы были погружены в вагоны-телятники для перевозки скота и отправлены на верную смерть в степи Сибири и Средней Азии. Тем, кому требовалась медпомощь, выгружали из вагонов, а следом выкидывали окоченевшие трупы. Хоронить было запрещено, а поезд двигался вперед, а люди оставались на чужой земле. Спустя 13 лет, в 1957 году, руководство СССР признало неправомерность обвинения целых народов в преступлениях и разрешило вернуться на свою историческую родину. Эти годы остались в памяти не только самих выселенных. Эта тема для потомков является самой животрепещущей. В каждой семье передаются истории выживания, боль от потерь близких. Главный вопрос, на который так и не дан ответ: за что был выселен целый народ. Так называемые документы, которыми сейчас апеллируют различные авторы, пытающиеся оправдать выселение чеченского народа, они находят только один источник. Это справки НКВД. Больше каких-либо документов, которые показывают, что чеченцы слабо воевали, нету. Это во-первых. А во-вторых, для НКВД специально было дано задание подготовить это выселение и оправдать его. То есть этими документами сейчас пользуются те, кто фальсифицирует нашу историю. В высокогорном селении Хайбах во время выселки нетранспортабельных стариков, женщин и детей более 700 человек закрыли в колхозной конюшне и сожгли сотрудники НКВД. Сегодня никого из свидетелей той страшной трагедии, которая оставила неизлечимую рану в сердце народа, нет в живых. По плану тиранов наш народ должен был исчезнуть навсегда. Они думали, что нас можно сломить, запугать, заткнуть нам рты, но они не знали нас хорошо. Перенесенные тяготы не сломили дух, наоборот. Общая трагедия сплотила людей, благодаря чему мы сохранили национальную самоидентичность. История нашего народа состоит из огромного фолианта, где светлые страницы вперемешку с черными. Однако высылка является самой кровавой в ней. И единственная причина не в том, что погибло по разным данным до 50% от общего числа репрессированных, но и то, что любовь к родине у чеченцев заполняет все фибры души. Земля отцов святое. В 1991 году наконец-то был принят закон о реабилитации репрессированных народов. В 2015 году указом президента России Грозный удостоен почетного звания «Город воинской славы». Это демонстрация торжества исторической справедливости. Стоит отметить, что тысячи чеченцев доблестно воевали в составе Красной армии и погибали на фронте. Пулеметчик Ханпаша Нурадилова был удостоен звания Героя Советского Союза. Только в обороне Брестской крепости участвовали до 400 выходцев из Чечено-Ингушетии. Один из ее защитников, Магомед Узуев, посмертно был удостоен звания Героя России. Первый президент Чеченской республики, Герой России Ахмад Хачу Кадыров, родился в Казахстане, куда его семья была выслана. Эта несправедливость против его народа и стала в коей степени мотивом сказать громкое слово за свой народ уже на стыке тысячелетий. Глава республики в своем телеграм-канале выразил соболезнования по поводу репрессий в отношении чеченского народа. Наш моральный долг – помнить об этих трагических событиях, чтобы не допустить их повторения. Сегодня мы живем в стране, где в приоритете духовные и семейные ценности, где защищены права каждого гражданина, есть свобода вероисповедания, и мы будем ценить нашу родину, беречь и защищать ее от внешних угроз. Вернулись чеченцы не просто так, а сохранив для родного края любовь, дух свободы и пламенное сердце. Рамзан Абуев, Анзор Тураев, Магомед Басаев. Вести, Чеченская республика.
Бойцы из Чеченской Республики отстаивают честь страны на стартовавших в Дубае соревнованиях подразделений специального назначения SWAT Challenge 2023. Россию представляют 3 команды. Это Ахматы из специального полка полиции имени Ахмата Хаджи Кадырова, сборная Росгвардии СОБР, которые проходили подготовку в Российском университете спецназа, а также представители подразделения «Витязь». По итогам 1 и 3 дней на первой строчке расположился Ахмат, который уже 2-й год подряд в упражнении Tactical Event, тактическое мероприятие, побеждают даже хозяев соревнования. Все команды, а их 55, принимают участие в 5 состязаниях. Результаты соревнований станут известны 24 февраля. Изменения в 49 проектных постановлениях было принято на правительственном заседании Чеченской Республики. Его возглавил вице-премьер Адам Алханов. Все законопроекты были приняты единогласно и направлены на улучшение жизни граждан субъекта и развитие необходимых сфер для всестороннего улучшения региона. Среди них реализация закона об республиканском бюджете на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов. Об утверждении положения о Министерстве имущественных и земельных отношений региона, а также предоставление денежной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг за счет средств республиканского бюджета членам семей военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении обязанностей военной службы, а также иных граждан, погибших, исполняя свой гражданский долг. Региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова доставил в военный госпиталь Бердянска медикаменты для военнослужащих, участвующих в СВО. В лечебном учреждении находятся чеченские бойцы различных спецподразделений. Им оказывается вся необходимая помощь. При этом поступление лекарств проводится регулярно, чтобы исключить нехватку тех или иных препаратов. Сотрудники госпиталя, а также пациенты выразили признательность властям нашего региона за искреннюю заботу. Воспитанники детского сада поздравили с Днем защитника Отечества военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции на Украине. Бойцам показали видеоролик, где дети прочитали им стихотворение и сделали рисунки. Они передали слова благодарности, отметив, что такое внимание, несомненно, поднимает боевой дух и еще больше мотивирует в борьбе против нацистов. В спорткомплексе «Олимпийск» проходит первенство Чеченской Республики по вольной борьбе среди юношей до 16 лет. Всего участие принимают 413 спортсменов. Состязания продлятся 2 дня. Слово Адаму Сулейманову. Борьба – это спорт на выносливость и ловкость. Она развивает тело и укрепляет дух. Данному виду спорта в Чеченской Республике уделяется особое внимание с давних времен. Первенство Чеченской Республики собрало лучших представителей вольного стиля до 16 лет. Готовятся уже отборочные эти мероприятия, соревнования являются к первенству Северо-Кавказского федерального округа. И в дальнейшем я уверен, что на первенстве России много наших участников будет, и нет сомнений, что мы успешно выступим. Соревнования будут длиться поэтапно в 2 возрастных категориях. В течение 2 дней юные борцы будут бороться за место в сборной региона. Первый день турнира уже показал, что уровень участников очень высок. За высшее место на пьедестале борются 236 спортсменов. Победа даст им доступ к следующему этапу соревнований, таким образом приближая к профессиональной карьере. Финалистам выпадет возможность участвовать в соревнованиях по Северо-Кавказскому федеральному округу, ну а после в первенстве России, что в принципе и является основной мотивацией как для самих участников, так и их тренеров. Особенно радовались зрители. У каждого был свой фаворит, будь он знакомый или родственник, за которого они болели. Среди участников имеются и те, кто с ранних лет занимается данным видом спорта, как, например, Юсуф Ахмадов из Бачи-Юрта. Он в борьбе уже 5-й год, начиная с 1 класса. В семье их 8 детей, и среди 5 братьев он самый старший. Чувствуя ответственность за своих родных, Юсуф уверенно идет к своей спортивной цели – стать чемпионом. Несмотря на юный возраст, он уже имеет кубки и медали, и прежде участвовал во многих спортивных мероприятиях, каждый раз с целью одержать победу.
гир, тренер штян, дикбол бур, عورن برابيش كيتر سيرن سبورتال تحتين روك شور هنا عبي تربوش بات كي بيرش على الأردر هوني قطع دليلر. Вердикт выносят компетентные судьи. Победители в своих весовых категориях получат кубки и медали, а также возможность дальнейшего развития борцовской карьеры. Адам Сулейманов, Ризван Насипов, Руслан Магомадов. Вести. Чеченская Республика. Такие события следите за вестями на официальных страницах, в социальных сетях и на платформе «Смотрим» телерадиокомпании «Война». Подписывайтесь. С вами была Мадина Кураева. До новых встреч в эфире.